Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Alive. И сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, опять же, на одну позицию. Ваши отношения с загадным человеком разберем, что у человека в мыслях, что в чувствах, и что у него на сердце таится, чем вы его задели, да, чем вы его цепляете сейчас в жизни. И у нас мы будем разбирать это как бы подробно, да, на несколько вопросов, естественно, расклад. Вам нужно загадать человека, с которым у вас, были или есть отношения, естественно. И напоминаю вам, что если вы наткнулись на это видео, значит оно для вас актуально. А если вы не хотите его смотреть, то есть поняли, что что-то здесь не так, это не ваше видео, то вам просто нужно найти либо видео по позициям, их у меня очень много и на канале Alive, и на канале Школа Таро Альвиен, и также на гаданиях, заговорах, ритуалах Карина, да. Вы можете выбрать там любое видео. Вот на Школе Таро Альвиен есть, кстати, плейлист «Личные отношения». И также многие другие плейлисты. Например, отношения с друзьями, родственниками, также советы высших сил, предсказания будущего, работа, финансы, суды, недвижимость, сны и многое другое. Поэтому обязательно смотрите все. Итак, мы с вами сегодня гадаем на классической колоде Таро, на которой легче всего и проще всего гадать мне, потому что это колода моя рабочая, да? Разбираем отношения с загадным человеком. Таро Райдера Уэйта. Старинные карты. Итак, как всегда, я даю вам сдвинуть. 3 раза, да, как обычно. 1, 2 и 3. Хорошо. 6 мечей. Вы знаете, 6 мечей, она сразу же в личных отношениях показывает переход, состояние перехода, побег от некоторых проблем и трудностей. Нагрузка была, а теперь люди стараются избавиться от ответственности, избавиться от трудностей и сделать переход, может быть, в новое качественное состояние отношений, либо здесь произошел уход, разрыв отношений. Такое очень часто бывает по 6 мечей. Если вы расстались, ситуация для вас, вот она, да, 6 мечей. Если вы сейчас в переходном периоде в отношениях, когда отношения меняются, опять же, 6 мечей. Если вы в отношениях с человеком, который совершенно не хочет брать на себя ответственность или недавно ее скинул с себя, опять же, это 6 мечей. Хорошо, давайте теперь с вами перетасуем нашу колоду и посмотрим карту ваших отношений. Да, карту. Карта смерть. Это, опять же, очень похожая карта на 6 мечей. Трансформация, перерождение или произошло расставание, и вы загадали здесь человека, с которым разрыв, да, крах отношений, и они могут либо возродиться, переродиться, либо совершенно отмереть, да, в вашей жизни. Такое часто бывает по карте смерть. И она, кстати, очень часто показывает неизбежные процессы в отношениях, которые невозможно даже было предотвратить, то есть это какие-то вы друг с другом проходили кармические уроки. Давайте теперь посмотрим чувства человека по отношению к вам на сегодняшний день. На сегодняшний день. Карта Маг, хорошая карта, замечательная, я бы сказала. Она показывает, что человек в вас явно заинтересован. Человек готов в этих отношениях что-то создавать. Вот именно создавать. Возрождать, может быть, но также запоминайте всегда, что если маг падает на чувства, то это эгоист. Человек любит себя, человек заинтересован также постоянно в себе, и он хочет, чтобы вы для него что-то, да, делали, жертвовали собой. Главное, чтобы не он. Человеку вы дороги, человек может проявить к вам даже инициативу в скором будущем, но при этом
вам нужно будет его эго постоянно поддерживать, иначе это эго не разрешит ему продолжать с вами личные отношения. Давайте посмотрим его мысли. По отношению к вам мысли теперь. Шут. Ну вот видите, шут, обновление. Человек хотел бы что-то возродить в ваших отношениях. Человек хотел бы что-то переиначить, пуститься в приключения вместе с вами. Вы ему нравитесь, у него к вам новый всплеск эмоций по магу и по шуту вместе взятым, да. И, естественно, ему хочется безответственной связи. Ну, то есть секс, да, ненавязчивый, флирт, разговоры, общение, свидания. Но главное, чтобы вы его не грузили. Если вы начнете что-то запрещать, грузить, если вы этого человека начнете ограничивать, ревновать и так далее, или там настаивать на браке, на том, чтобы вместе жить, если вы вдруг еще не живете, если это не ваш муж и там жена, естественно, этот человек начнет вас скидывать, потому что говорит: я свободная личность, я шут, я хочу приключений. Я хочу приключений, а не алименты платить там, да, или хочу приключений, а не то, чтобы ты на меня там все свесила, там все обязанности домашние, понимаете? То есть брак — это не то, что не для него, это для него. Просто ему нужно, чтобы в этом браке была полная душевная сочетаемость, чтобы вы вместе могли куда-то поехать, пойти в кино или еще что-то. В общем, ему не нравится, когда ему вменяют чувство вины за что бы то ни было, за его поступки. Демид аж стучится в нашу комнату с вами. Прям ему интересно, а что я тут гадаю вам? Так, хорошо. Теперь мы с вами смотрим, а что у него на сердце. Вот там таится по поводу отношений. Вот видите, сила. Сила говорит о страсти. Человек к вам явно испытывает притяжение. Вы ему дороги, вы ему интересны. Сексуально вы его очень привлекаете и заманиваете к себе. Этот человек горит изнутри, он хочет вас приручить, и чтобы вы его приручили. Но он знает, что у вас у обоих тяжелые характеры, как у девы и льва. Между прочим, карта очень символичная в этом плане, да? В плане гороскопов, потому что если лев и дева начнут отношения, это будет карта сила. Они будут очень долго притираться друг к другу. Они будут оба эгоисты, да? Они будут все время стукаться друг от друга. Но если они притрутся, они могут долгое время, долгие годы жить вместе. Так вот, у человека на сердце это желание подсознательно, сознательно, не знаю, сердечное такое желание, да, оно присутствует, чтобы вы друг друга наконец обкатали, приручили. Конечно, наша карта смерть, которая выпала на индикацию ваших отношений, говорит о трансформации этих отношений. И о том, что этот человек что-то хочет изменить. Да, он еще не понимает совсем, что нужно в отношениях иногда поступаться чем-то, жертвовать чем-то, да, и все-таки делать что-то ради другого человека. Он пока понимает только одно, что вы друг другу почему-то нужны, что вы друг от друга, ну, как бы так постоянно стукаетесь, притираетесь, с характерами сталкиваетесь, но есть вот этот драйв такой в отношениях, что оставить в покое вы друг друга мысленно тоже не можете. У него на сердце желание быть рядом с вами на самом деле есть. То есть вы ему в сердце-то, в душу запали. Так, чем вы его цепляете? Чем? Иерофант. А вот видите, Иерофант. Тем, что вы очень честный, благородный и душевный человек, вы его этим цепляете. Вы для него учитель. Учитель жизни. Вы знаете, он считает, что вы его мудрее, вы его умнее, вы его достойнее. Он знает, что он маг, что он в жизни самостоятельный и много чего может сделать, но что он эгоист, он тоже знает. А вы менее эгоистичны, как он чувствует про вас, и вы его этим цепляете, вы ему этим запали в душу, магом, иерофантом вот этим. Потому что иерофант и маг, если их сравнивать, иерофант, он будет делать что-то для людей, у него есть четкая жизненная концепция. У мага она тоже есть, но он все делает для себя. Правильно? А иерофант, он не ради денег, не ради славы, не ради каких-то там физических потребностей, он будет делать ради духовных потребностей. И он это в вас чувствует. И он знает, что вы для официального брака созданы буквально, и что с вами можно строить семью и серьезные отношения.
То есть, да, страсть здесь есть, но есть еще и духовная, душевная привязанность, да, платонические чувства, платоническая любовь здесь тоже присутствует. Хорошо, давайте посмотрим, что он будет делать в самом ближайшем будущем в вашу сторону, и что он хотел бы вам сказать, но молчит. Что он будет делать в ближайшем будущем? Десятка кубков. Вы знаете, как-то будет пытаться наладить отношения, примириться, помириться, гармонично как-то вести себя или как, ну, разговор какой-то поддерживать, мирный, да, между вами. И также может пытаться вот радугу на небе навести после дождя. Ну, то есть был трудный период в ваших отношениях, а теперь человек попытается все наладить. Также эта карта не совсем активная, я бы ее активной не назвала. Давайте ее поясним. Поясним нашу карту. Повешенный. Вот видите, немножко он будет медлить. То есть вот так вот прям, чтобы сейчас бурно взялся, я не могу сказать. Да, здесь есть десятка кубков наша замечательная, да, но вот чтобы он бурно взялся, я не могу сказать. Потому что он знает, что ему нужно для этого чем-то пожертвовать, и он немножко зависает в этой ситуации жертвы, что ему нужно рискнуть, да, рискнуть ради вас. Он побаивается рисковать, ну вот будет немножко паузы. Но потом он все равно как-то попытается наладить с вами связь. Хорошо, давайте посмотрим, что он хотел бы вам сказать, но молчит, его послание для вас. Да? Восьмерка мечей. Вы знаете, он считает подсознательно, сознательно, что есть обстоятельства, которые против ваших отношений. И что он в этих обстоятельствах, опять же, жертва этих обстоятельств. То есть на него давит как судьба, провидение, жизнь. И вот он бы хотел вам об этом сказать, но молчит, потому что он маг, он считает, он шут, да, он считает, что он не может демонстрировать слабость. Однако есть кто-то или что-то, кто пытается его ограничивать, и он это знает, причем его отделять от вас. Он бы хотел в этом признаться, он бы хотел об этом рассказать. А еще у него есть комплексы. Вот на самом деле под маской мага, под маской такого вот свободолюбивого эгоиста у человека скрывается комплекс. У человека есть много самобичевания и самообвинения, на самом деле в душе, в подсознании. У него это сидит, причем еще с детства, и отношения, скорее всего, с отцом, с матерью нарушены, и, возможно, даже есть психологическая травма от отца. И вот эта восьмерка мечей, это как его признание такое внутреннее, да. Он хотел бы вам его высказать, но он молчит, потому что он боится. Он боится об этом рассказать. Однако я бы и не хотела, чтобы вы это услышали, что вы начнете его жалеть. А жалеть-то его как раз и нельзя. Здесь вам нужно быть тоже эгоисткой, да? Или эгоистом, если вы мужчина. И стараться сделать все для того, чтобы этот человек не пользовался вами, а именно уважал. У него есть уважение, есть, вы ему этим зацепили, да, по иерофанту, но вот один шаг может быть до того, что человек начнет пользоваться. Он нарушит ваши границы, и вы пойдете на его условия. Этого делать нельзя. Если вы хотите с кем-то жить, если вы хотите брака, вам нужно на этом и настаивать, по сути. Ну, вот такой вот ответ сегодня вам дали карты. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Life. Всем пока и до новых встреч!